Что произошло с миротворцами, это то, что по договору, для того, чтобы гарантировать, хотя бы, чтобы не было использовано тяжелое вооружение, это, между прочим, в других конфликтных зонах тоже делалось. Это был большой успех переговорный наш, что мы сумели добиться включения этого пункта, с которым согласились все стороны конфликта. То есть и абхазы, и русские миротворцы. Что русским миротворцам, российским миротворцам передадут затворы от орудий, от пулеметов там, и так далее, от всего, чего только можно, чуть ли не от пистолетов. Затвор. Что делает пистолет? Не игрушка, а настоящему. Да, это затвор. То же самое с пушкой, с любой. И вот эти затворы, тем более, что вооружение было советское, примитивное, вот, значит, они прекрасно все знали, что такое затворы, и они сдали, и грузины, и те, и другие, все сдали эти затворы российским миротворцам. И все. И на этом дело какое-то время существовало. И тогда, конечно, кровопролитие имело очень маленький масштаб. Ну, что там можно из пистолета, тем более, что все затворы были собраны. Значит, это вот обеспечивало реальное прекращение огня. А дальше там переговоры, там разговоры, это другое. Но это уже не убийство и не разрушение. И вот в одну ночь затворы были переданы только абхазской стороне, а грузинские затворы остались под контролем российских войск, вот этих миротворцев. Вот как и почему это произошло, я требовал, значит, объяснений, расследования. Никакого расследования проведено не было, Ельцин отказался санкционировать расследование. И так и остался этот вопрос. Вот. Они не были сами участниками этих событий, военных действий, российские войска. Они просто выдали оружие. Они ничего не оккупировали, да. Они как стояли там, так и стояли вот в этих районах, которые были определены для миротворческих сил. Российские миротворцы находились в местах своей дислокации, в тех же самых, но они выдали оружие одной стороне. И таким образом перемирие было нарушено, и, конечно, это было просто убийство после этого, потому что те были разоружены, а эти были вооружены Абхазией.